Всем привет! В эфире программа «Передача». С вами ее ведущая Кристина Колеева. И сегодня все не так, как обычно. Долго думала, чем удивить своего зрителя в конце года, и придумала таки. Сменим формат. И, конечно, стиль ведущей. Вы не подумайте, образ американской киноактрисы никак не повлияет на мои спортивные познания. Начну с 2020 года. Тогда коронавирус поставил спортивную жизнь на паузу во всем мире. Это был настоящий кошмар. Мы не могли посетить ни матчи, ни борцовские турниры, даже дворовые соревнования были под запретом. Стресс, да и только. Слава богу, 2021 год был насыщенным. Тут вам и Олимпиада, и Паралимпиада, и чемпионаты Европы и мира. В общем, вроде все вернулось на круги своя, но ненадолго. В феврале 2022 года из-за начала спецоперации практически во всех дисциплинах российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях. Так что эти итоги не будут пестрить рассказами о победах на европейских и мировых турнирах. Тем не менее, интересных событий было достаточно. Я тут подумала, что мы, дамы, очень схожи в предпочтениях с вольниками. Догадались, о чем я? Я о золоте, которое мы с ними в равной степени обожаем. В этом году, кстати, на груди остинских борцов блистало немало медалей высшей пробы. Они выглядели просто ослепительно. Мужчины-болельщики радовались их красивым и волевым победам, а девушки, наверное, просто радовались парням с атлетическими телосложениями. Ладно, не буду углубляться в тонкости психологического восприятия прекрасного пола, просто дальше поговорим о борьбе. Начало года для борцов, да и для всех спортсменов не предвещало беды. В конце января по традиции вольники отправились в Сибирь, где уже в 33-й раз проходил престижный турнир Гран-при Иван Ярыгин. Участников, как всегда, было много, сотни спортсменов из 11 стран. Особенно сильный состав привезли американцы. Тут был и Кайл Снайдер, и Хилем Марулис. Для российских спортсменов турнир, как всегда, должен был стать отборочным на чемпионат Европы, который прошел в Будапеште в апреле. Но, как мы все знаем, после начала специальной военной операции россиян не допустили не только на континентальное первенство, но и на чемпионат мира и другие международные соревнования. Но пока поговорим о Гран-при. Напомню, что олимпийцев тренерский штаб освободил от турнира. Всего остинские вольники завоевали 9 медалей золота на счету Чермена Валиева, Радика Валиева и Гурама Черткоева. В шаге от первой ступени пьедестала почета остановился Тамерлан Тапсиев и Виталий Голоев. А вот с бронзовой медалью вернулись Азамат Тускаев, Алам Багаев, Вален Хубулов и Хасан Хубаев. Остались те же лидеры, которые были до этого, тот же Сидаков, Найфонов, Сотьев, Хубулов. Мы можем продолжать. Одни и те же лица, в принципе, у нас и чемпионы стали на России, на спартакиаде. Практически ничего не изменилось. Как лидеры показывали результат, так же и продолжаем. Ярыгинский турнир стал первым и последним международным турниром, где российские вольники могли встретиться с принципиальными соперниками. Отстранение от крупных турниров для многих как гром среди ясного неба. Эта ситуация не могла не сказаться на моральном состоянии атлетов. Тут даже у самых хладнокровных нервы сдают. Весь спортивный мир задавался вопросом, а что дальше? Мало кто понимал, что делать, готовиться ли к соревнованиям и стоит ли вообще ждать послаблений со стороны мирового спортивного сообщества. Чтобы как-то спасти положение, Министерством спорта страны было решено организовать всероссийскую спартакиаду сильнейших, которая прошла с 10 августа до 2 октября. Участниками стали атлеты со всех регионов, в том числе и остинские вольники. И тут, несмотря на отсутствие явной мотивации, наша сборная не сплоховала и выиграла 14 медалей. 3 золота, 3 серебра и 8 бронзовых. Неплохой результат, хотя могли и лучше. Заурбек Сидаков не нуждается в представлении. Любитель остинской публики, закрепившийся в самой конкурентной весовой категории до 74 килограммов. В этом году продолжил свою победную поступь.
Он демонстрировал яркую и техничную борьбу. Ему не было равных на первом, втором и третьем этапах Международной борцовской лиги Поддубного и международном турнире памяти Дмитрия Коркина. Он не боролся на чемпионате страны и спартакиаде, но по-прежнему в статусе лидера. И Поддубный, и Коркин, там были хорошие соперники. Но на Коркина, наверное, себя чувствовал лучше. Из-за отсутствия именно международных стартов, чемпионата мира, Европы, человек все равно мотивации не хватает. И поэтому так, все время на сборах тренируемся, готовимся. Свою борьбу бы я оценил на твердую четверку, так как много раз болел в этом году. В 2022 году Артур Найфонов завоевал все медали на всех возможных турнирах. После бронзы на Олимпиаде в Токио Артур был мотивирован до невозможности. Выиграл золото на чемпионате России, подтвердил статус сильнейшего борца и поднялся на первую ступень пьедестала почета на первом, втором и третьем этапах Международной борцовской лиги Поддубного. Стал сильнейшим на всероссийской спартакиаде и дома красиво отборолся на Андиевском турнире. Год назад он был подающим надежды юниором, а сегодня чемпион России среди взрослых. Кто-то назовет достижение неожиданным, но не наставники. Ведь этот вольник шел к победе долгие годы. Ален Хубулов – новая звезда в тяжелой весовой категории. На гран-при Иван Ярыгин он стал бронзовым призером. В ноябре – победителем всероссийского турнира по вольной борьбе памяти Суслана Андиева. Тяжелый вес – это такой вес, где нету лидера. И тут каждый может выиграть. У меня нет такого принципиального соперника. Каждый хороший по-своему, на каждого настраивать тоже по-своему. И сегодня я чемпион, завтра может кто-то другой быть. Много лидеров, тот же Алан Хугаев. Много лидеров, и я не думаю, что только, наверное, будет настраиваться. Много хороших соперников, это и братья из Древы. Но если сравнивать победу по молодежи и по взрослым, то, конечно, по взрослым это более значимая победа. Как-никак это взрослый чемпионат России. И вообще попасть в сборную по взрослым это очень трудно. И мне удалось в этом году победить. Легкие веса для Осетии всегда проблема. Многие винят генетику. Мол, осетины коренастые, и атлетов весом меньше 70 килограммов не так много. Наверное, поэтому этот человек ценится вдвойне. Он еще одно открытие года. Юный Артем Губаев завоевал золото на чемпионате страны до 23 лет и даже выступал на взрослом старте России. Но для медали не хватило опыта. Артем Губаев очень перспективный спортсмен, борец, который в начале года победил на первенстве России по молодежи. И спустя 3-4 месяца он стал чемпионом по юниорам до 23 лет. Но, к сожалению, на чемпионате России он проиграл. Видно было, что неопытный и чуть сомневался в себе. Я уверен был, что он, если бы полностью выложился, на что способен, он бы как минимум был бы в тройке призеров. По характеру, по темпераменту, по стилю борьбы он чем-то напоминает нашего друга, товарища, покойного Бейсика Кудухова. И надеемся, что он закроет эту весовую категорию, и мы долго не будем ощущать проблемы в этой весовой категории. В 2022 году на главных стартах года медали также завоевали Чермен Валиев, Радик Валиев, Гурам Черткоев, Давид Баев, Сергей Козырев. Признаться, эфирного времени не хватит, чтобы рассказать о всех достижениях вольников, поэтому скажем коротко. Несмотря ни на что, остинские борцы продолжают держать колоссально высокий уровень и в любой момент готовы вернуться на международную арену. Я, как девушка, всегда поддерживаю участие женщин во всех видах спорта. Поговаривают, что сейчас в мире наблюдается феноменально быстрое развитие женской вольной борьбы. Не отстает и Осетия. Если честно, странно, что в конкурентном Дагестане есть участницы Олимпиады, а у нас нет. Но мне кажется, такой несправедливости недолго быть. Думаю, нам нужно совсем немного подождать, и у нас появится не то что участница, а победительница Олимпиады. А вот кто имеет шансы на успех, сейчас узнаете. По-прежнему не утихают споры по поводу того, что вольная борьба – не женский вид спорта. Практически после каждого интервью активизируются хейтеры, которые советуют выйти замуж, печь пироги и рожать детей.
Но это никак не мешает остинским девушкам тренироваться, выигрывать медали и показывать первоклассную технику на ковре. Сегодня на самом деле вот такой взрыв вольной борьбы женской, особенно в России, вообще очень много. Вот мы приезжаем через годы, уже бывает вот столпотворение такое. Что касается вот основной нашей вот команды, это значит вот Танделова вот, и Касабеева Алина. Они вообще, слава богу, они сейчас находятся во взрослой сборной России, хотя вот 19 лет, 20 лет. Только они вот, и они, слава богу, вот влетели в эту сборную. Девушки начали свой год с Кубка России, а Амине Танделовой на тот момент только исполнилось 18 лет. Спортсменка перешла на взрослый ковер и продолжила победную поступь. Золото на Кубке и билет на Ярыгинский для юной Амины – маленькая мечта. Я всегда следила за нашими борцами, было приятно вообще смотреть за ними, а потом, когда я там сама оказалась, и было очень интересно понаблюдать прям на месте, там, как там, что за каша там вообще варит. И удалось тоже третьей стать. Перед соревнованиями этими у нас проходил сбор, и я травмировала голеностоп. И я 3 дня просто не тренировалась, ничего, и так получилось, что я хотела выиграть. 3-е место тоже нормально, как на международном турнире Ярыгина. На Ярыгинском турнире Танделова завоевала бронзу и отправилась на первенство России среди молодежи, где она просто не имела права на поражение, так же, как и на турнире Ивана Поддубного. Как результат, в активе Амины еще 2 золота. Потом после этого был чемпионат России, это уже летом. Но там мне удалось только серебро завоевать. Я хотела в новый вес. Перешла в 65 килограмм, набрала немного и в финале 1-1 уступила. А вот к спартакиаде сильнейших, результаты на которой в нынешних реалиях приравниваются к чемпионату Европы и мира, Амина подошла в отличной форме. Однако во время первой схватки получила серьезную травму – надрыв сухожилий. После такого многие бы просто снялись с соревнований, но только не 18-летняя Танделова. У меня порвались сухожилия, я доборолась до финала. Финал был на следующий день, и на следующий день стало уже хуже, и я уже не вышла бороться. Вот так получилось, и вот до сих пор сейчас лечусь. 1-го я сделала операцию, 1 декабря, и сейчас буду потихоньку восстанавливаться уже. Каждая тренировка, каждый турнир для спортсмена – непредсказуемый квест. После спартакиады Амина была вынуждена сделать небольшую паузу. По словам врачей, на восстановление девушки понадобится около 3 месяцев, но уже весной болельщики ждут ее на ковре. Совершенно иначе в этом году сложился путь Алины Касабиевой. Соревнования за соревнованиями, сбор за сбором. Поспеть за достижениями этой спортсменки было сложно. Даже на момент нашей съемки Алина была на завершающем сезон турнире. Но это не значит, что нельзя не напомнить о громких победах Касабиевой. На первенстве России среди юниорок до 21 года остинская спортсменка не оставила шансов соперницам и завоевала золото. Подобную картину можно было наблюдать и на взрослом чемпионате страны. Она красиво прошла сильнейшую сетку. Пьедестал всероссийской спартакиады ей тоже покорился. И самое приятное, Алина стала победительницей всех этапов турнира Международной борцовской лиги Поддубного. В 2022 году это, безусловно, лучший результат в женской борьбе. Но Алина не просто завоевала золотые медали, она показала невероятно техничную, зрелищную борьбу. Борьба в Осетии имеет свой почерк. Вот у них, короче говоря, наступательная именно борьба с приемами. Не просто вот зацепился за балл, за 2 и как вот обычно. Вот. А красивая борьба такая, и авантюрная тоже в том же смысле. Вот они любят вот эти амплитуды, все это. До сих пор пока, слава богу, идет. И в любом виде спорта, если у тебя... Если головой думать ты не будешь, если нет координации, что-то. Это бывает дар тоже от Бога, бывает тоже. Вот, то есть они спортивные девочки. И они работают, вот это самое главное. И вот они чем подкупают, они атакующий стиль у них, они не сдаются, до конца идут, и, короче говоря. Нравится всем. Мне тоже как тренеру их борьба нравится. Даже иногда замечаний нельзя сделать.
Каждая из девушек мечтает лишь об одном – о послаблении спортивных ограничений. Только в этом случае у них есть все шансы блистать на международных аренах и стать не просто первыми остинскими участницами Олимпиады по женской вольной борьбе, а взойти на пьедестал почета главного старта. Спорт вне политики, говорили они, но не сдержали слова. Прям как некоторые мужчины. Но, правда, не все. Были федерации, которые допустили спортсменов к участию в международных турнирах. Правда, российские атлеты поехали в те страны, в которые въезд был разрешен. В этом году российским дзюдоистам повезло немного больше. Они были допущены на международные турниры, но под нейтральным флагом. Правда, международные соревнования, которые должны были состояться на территории нашей страны, отменили. Вообще-то год не очень был богат соревнованиями, поэтому сами прекрасно знаете ситуацию, поэтому особо похвастаться международными стартами нету возможности, потому что никуда и не выезжали. Один все старт был, как-то попробовали сборную Россию, чтобы начала выступать и набирать, продолжать набор рейтинга, но вопрос. Одна Монголия. Одну Монголию отборолись, основная команда. Ну и на этом все опять остановилось, к сожалению. Старт в Монголии показал, что российские дзюдоисты не собираются сдавать позиции. Турнир серии «Большого шлема» принес остинской сборной 2 золотые медали. Они, конечно же, у лидеров Мадины Таймазовой и Инала Тасоева. Недавно мы отборолись в турнир в Монголии. И вот после этого турнира я был настолько опустошен. И мне казалось, что я добился всего, чего хотел в своей жизни. И уже ничего не хотел реально. Мне тяжело давались тренировки, потому что я морально был настолько опустошен, что мне было очень тяжело начать тренироваться. Это был первый международный турнир после долгого перерыва, после Олимпиады. И для меня он очень удачно сложился, то есть я не знала, как он пройдет, потому что довольно-таки долго не имела соревновательного опыта. И он очень удачно закончился для меня, я все встречи почти закончила досрочно, и в финале встретилась с представительницей Японии, которая до этого проигрывала, то есть и выигрывала, и проигрывала. И тут довольно-таки, не скажу, что легко, но очень убедительно выиграла. После Олимпиады число болельщиков у Мадины Таймазовой стремительно возросло. Мало кто вспомнит победительницу игр, но все помнят волевой настрой осетинской дзюдоистки. Таймазова завоевала медали на многих крупных турнирах, но в копилке не было золота чемпионата страны. Эту несправедливость удалось устранить в 2022 году. Мадина впервые стала чемпионкой страны. Потому что у нас всегда чемпионат России проводился в одни сроки с чемпионатом мира или с какими-то еще важными стартами. И так как у нас рейтинговый отбор, мы всегда ставили приоритет международным стартам. И поэтому я всегда участвовала на международных стартах. А сейчас так сложились обстоятельства, что у нас международные старты были ограничены, и у нас появилась возможность бороться на домашних турнирах. Также в этом году на российские пьедесталы всходили Алан Хубецов, Георгий Лбакиев, Рустем Кадзаев, Ирина Хубулова и Виктория Карсанова. Титулов у этих ребят хватает, тем не менее. Надеемся, что в следующем году они все же попадут на международные соревнования и пополнят копилку золотыми медалями. Этого спортсмена многие привыкли лицезреть на дзюдоистском татами, но совсем недавно Сослан Джанаев перешел в боевое самбо и вполне удачно. За относительно короткое время боец завоевал золотые медали на чемпионате России, Европы и мира. Он, кстати, стал первым остинским чемпионом мира по боевому самбо. Тут сложно не гордиться таким земляком. На каждой из стадий были свои сложности, так как все разные соперники, каждому надо было готовиться. Но самое тяжелое это всегда, конечно, Россия, потому что большая конкуренция у нас в России. Такие, как на международной арене известные люди, это
как Кирилл Сидельников, Денис Гольцов и Хадис Ибрагимов. Всех своих планов новоиспеченный чемпион мира не раскрывает. Стать двукратным обладателем титула – заманчивая идея, но не исключено, что мы сможем увидеть его и в октагоне. Недавно вычитала, что большинство женщин предпочитают физически сильных мужчин. Якобы складывается ощущение, что они за каменной стеной и в полной безопасности. Тогда, получается, у тяжелоатлетов должно быть огромное количество поклонниц. Они же просто как неприступная крепость, прям титаны. И эти титаны, кстати, умеют, ко всему прочему, еще и медали выигрывать. Все мы помним золотые времена тяжелой атлетики Осетии, когда на пьедестал почета Олимпиады поднимались Тимур Таймазов, Артур Акоев, Руслан Албегов, Светлана Царукаева и Зарема Касаева. Но после побед последних будто наступила пауза. Мы не могли завоевать лицензии, а еще угодили в допинг-скандал. В 2021 году единственным российским тяжелоатлетом, получившим лицензию, стал Тимур Нани. Мощно вытолкни на прямые! Держи! Казалось бы, все. Скандалы и неудачи позади, но ограничения испортили все планы. Плохо как? Потому что человек готовится для того, чтобы выиграть одни соревнования и дать дорогу на другим по восходящей. И наверху чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры. Естественно, на психологию спортсменов влияет, но есть другие рычаги внутри нашей страны. Участили в соревнованиях, кроме того, что союзная нам Республика Белоруссия, пару мероприятиях мы там участвовали, и наилучшим образом то же самое. То есть страна в каком положении находится, мы тоже в таком положении, но духом никто не упал. Штанга – это такой вид. Очень сложно в него войти, но кто уже продвинулся там, они очень долго там находятся, невзирая ни на что. Всего за год 36 медалей, 20 из которых золотые, 11 серебряные и 5 бронзовых. Почти на каждом старте остинские атлеты занимали место в общекомандном зачете во всех возрастных группах. В этот год, который уже уходит, в смысле результатов по тяжелой атлетике выдался удачный. Это заслуга самих тренеров, и еще больше заслуга самих спортсменов, потому что они выходят на помост. В этом году мы участвовали в 6 мероприятиях всероссийских, в том числе на Кубке страны, на чемпионате страны, на первенстве среди младших юношей, на первенстве среди юниоров и старших юниоров, также на Северокавказского федерального округа в Тырнаузе соревнования. Результаты такие, что во всех местах, где мы выступали, там почти половина команды поднималась на подиум, то есть завоевали серьезные места. 2022 год оказался удачным для Тимура Наниева. Остинский спортсмен занял первое место на Кубке России, а на чемпионате страны выиграл серебряную награду. Это на данный момент по мужской команде. У нас, знаете, и женская часть, и мужской команде. Это, конечно, 5-кратный чемпион России, по взрослым, естественно, вот так вот. Призер чемпионата Европы, участник Олимпийских игр последних, которые были в Пекине. Вот. Это мастер спорта международного класса, естественно, да. Считаем, что у него в дальнейшем хорошее, еще в таком возрасте, как раз он уже очень опытный, очень взрослый, и он себя покажет на других соревнованиях. Среди девушек перспективных тоже достаточно. В этом году они выиграли огромное количество медалей. Ну, там очень хорошие девочки. Особенно могу выделить это Сотьеву Яну, Келексаеву, Мадину, потом Гусалову Зарину. Так, из меньших, которые очень хорошие, у нас Козырова Мария, и самые младшие,
совсем маленьком возрасте, там Черемных Анастасия. Очень это, ну, в таком, как их разложил, вот таком они порядке. Тяжелоатлеты по-прежнему держат форму, остается дождаться допуска до Олимпиады. Уверены, что на этот раз не только Тимур Наниев отправится в Париж. Если девушки знают формулу красоты, то эти юноши точно знают формулу успеха. А еще вот язык не поворачивается назвать их удачливыми. Или все же стоит? Сейчас поймете, о чем это я. Речь об остинских тхэквондистах, а именно о том, что свой первый, да и последний международный старт в этом году они завершили 21 февраля. На турнире G2 в Албании ребята завоевали аж 2 медали. Одна на счету Сармата Цакоева, другая – Георгия Гурцыева. Этот турнир собрал много перспективных спортсменов, также были участники Олимпиады, чемпион Олимпиады, и у меня было... Получается, 3 боя с четвертьфинала. В четвертьфинале я дрался с участником Олимпийских игр, испанцем. Выиграл такой плотный бой, был 22-20 я выиграл, по-моему. В полуфинале я встретился со спортсменом с Ирландии, тоже участник Олимпийских игр. Счет не помню, но тоже такой минимальный счет был. И в финале уже с представителем Франции, чемпионом Европы. 12-7 закончился поединок. Кстати, на этом турнире Георгий последний раз выступал под флагом России. Теперь спортсмен стал легионером и будет защищать цвета Белоруссии. Но, к сожалению, на международные старты он все равно не попадет. Гурцыев у нас, в силу того, что 2 спортсмена у нас как бы от Северной Осетии, из 4 2 спортсмена с Владикавказа, это как бы, ну, сложно было бы вести 2 спортсменов, хотя возможно было, да, но мы приняли решение, что он будет выступать за Белоруссию, где у нас как бы появляется серьезный шанс для участия в Олимпийских играх. Лидером своей весовой остается Сармат Цакоев в этом году. Помимо золота на Кубке президента, на его счету медаль высшей пробы Кубка России, чемпионата СКФУ и открытого Кубка Республики Беларусь. А на всероссийской спартакиаде Цакоев стал 3-м. Человек, в принципе, в олимпийской весовой категории, у нас 4 олимпийских веса, человек в олимпийской весовой категории, он безапелляционный лидер до 68 килограмм. После этого он участвует в одном из самых высоких стартов G2, турнира уровня G2. В Албании это мы за день до начала спецоперации выступили, после которого, в принципе, все уже и прекратилось. Но тогда еще не знал никто ни о спецоперации. Все это был достаточно серьезный турнир, где были серьезные спортсмены. Он выступал там с призерами там, Олимпийских игр, с призерами чемпионата мира и Европы и прошел их достаточно уверенно. То есть это вселяло какие-то надежды на то, что Сармат отберется на Олимпиаду. Конечно, делать долгосрочный прогноз сложно, но учитывая международный соревновательный опыт, вполне возможно, что при лучшем раскладе у ребят есть все шансы участвовать на Олимпийских играх и завоевать первое в истории остинское золото игр. Говорят, гимнастки и фигуристки до соревнований даже воду боятся пить. Да и в других видах спорта не лучше. Знаю вольников или тхэквондистов, которые чуть ли не голодают до стартов. Чтобы уложиться в вес, им приходится за неделю сгонять по 7-10 килограммов. Я просто не представляю, как можно не есть. И вот о чем я подумала. Может, тем, кому тяжело бороться с килограммами, надо пойти в сумо? Там с этим намного проще. Кстати, если вам показалось, что я пренебрежительно отношусь к суматориям, то это всего лишь показалось. Этот вид спорта – целая философия, которая хорошо знакома осетинским атлетам. Я с удовольствием наблюдаю за их схватками, поэтому хорошо знаю об их достижениях. Первым стартом для сумоистов в этом году стал чемпионат России, прошедший в Тыве. Далековато, конечно, но тем не менее на турнир отправилось 6 спортсменов. Наибольшим надежда на них была, даже тренер не поехал. Я сам не смог поехать, потому что надо было мне убрать одного спортсмена, чтобы мне поехать. Ну, они взрослые все, и я решил, что они сами справятся. И вот так, как справились, это
Да, все-таки тренер на соревнованиях нужен. И вот там результат получился такой. Багаев первый стал, Караев второй, и все, 6 человек вот так выступило. Финансовые проблемы давно стали традиционными. Победителей и призеров было бы в разы больше, если бы оплачивали хотя бы выезды, объясняют наставники. Вот я не помню, чтобы за последние годы, чтобы в Суму я повез 2 человека на первенство России по 2 возрастам. 22 и 24 года. Это ужасающий, крайне неприятный момент, потому что мы не можем вести команду, потому что сейчас республика у нас дотационная, республики у людей в Осетии нет денег. Чтобы я приводил туда спортсменов, тренировавшихся и делал так, как потом вести за свой счет куда-то, кого-то, это не получается хорошо. Несмотря на скудное финансирование, медалями сумаисты все равно могут похвастаться. Руслан Багаев завоевал золотую медаль чемпионата России. Заур Караев и Атсамаз Рамонов стали серебряными призерами. Нукри Кабисов дважды поднимался на 3-ю ступень пьедестала в весовой категории свыше 115 килограммов и в абсолютке на первенстве России по сумо среди юниоров и юниорок до 22 лет. Наши легкоатлеты всегда в числе лучших не только в России, но и в мире. Не исключение и 2022. По календарю состоялось 5 турниров, на которых остинские спортсмены достойно выступили, а где-то даже поставили новые рекорды. Главные старты, конечно же, чемпионат России и спартакиада сильнейших. По итогам чемпионата России у нас, вот, допустим, 18 человек, мы выступали в чемпионате России, эти все 18 человек, все были чемпионы, призеры. Каждый выполнил, ну как, они так были, но подтвердил не меньше мастера спорта норматив. И они все входят в сборную России. Одни основные, другие кандидаты. Они все абсолютно на прицеле тренировок сборных, они так, хороший большой уровень у них. На мировой арене остинских ребят не было, но если сравнивать результаты чемпионата России с топовыми показателями в мире, то местные легкоатлеты лидируют. Остается дождаться допуска, и такие ребята, как Альберт Хинчагов, Заур Койбаев, Юлиана Галазова, Виктория Сланова продолжат свою золотую поступь. 2022 год принес огромное количество наград. Медали выигрывали борцы классического стиля, армрестлеры, боксеры, фехтовальщики, гимнасты, теннисисты, каратисты и борцы на поясах. Жаль, конечно, что им был отрезан путь на международные старты, но, быть может, эта ситуация еще больше раззадорит остинских спортсменов. Реализовать свои амбиции на международной арене смогли легионеры. Талантливых ребят в Осетии очень много, поэтому те, кому тесно, обычно сменяют спортивную прописку и выступают за другие страны. Но от этого они не перестают быть родными. Напомню, что большую часть сборной Словакии по вольной борьбе составляют остинские атлеты. Таймураз Салказанов, Ахсарбек Гулаев, Борис Макоев, Батырбек Цакулов. Хатик Цаболов представляет Сербию в весовой категории до 74 килограммов. За Испанию выступает Таймураз Фриев, за Молдавию Георгий Рубаева, за Грецию Азамат Хосонов. И даже это, скорее всего, не все легионеры. А теперь о результатах. В этом году лучше всего себя проявили словаки Батырбек Цакулов и Таймураз Салказанов. Они показали хорошие результаты на главном старте, на чемпионате мира. Но я сам виноват был. Нельзя было отпускать эти баллы, которые я вначале пропустил. Но потом уже я как бы пытался, но он не заходил со мной в контакт, чуть держал дистанцию.
и мне неудобно было с этой дистанции. Но все-таки я ссылаюсь на то, что я сам виноват в этом. Ошибки допускал я сразу в начале схватки. Сразу ноги пропустил. Потом не смог сам провести атаку. Попытки делал, но у меня не получалось. Поработать мне надо было. Много ошибок я допустил. Вот уже не первый год в составе сборной Азербайджана по дзюдо выступает Зелим Коцоев. В 2022 году этот парень взошел на пьедестал почета всех международных стартов. То, как проявил себя астинский спортсмен на татами, вызывает только восхищение. На этапе Гран-при «Большой шлем» он стал первым, а вот на чемпионате мира завоевал бронзу. Знаете, было такое какое-то двоякое чувство. С одной стороны, я рад, что это моя первая медаль была с чемпионата мира. Я очень рад. Ну а с другой стороны, я просто такое обидное поражение. Я ехал туда за золотом. И в полуфинале, выигрывая схватку в Азаре, просто буквально за минуту до конца расслабился. И просто поплатился за это. А так, знаете, с одной стороны, рад бронзе, но с другой стороны, хотелось большего, конечно. Это были самые главные победы астинских легионеров на международных стартах. Но дальше больше. После победы Аргентины, кстати, я за них болела на чемпионате мира, мы с друзьями обсуждали популярность футбола. Мне кажется, за Мундиалем наблюдали абсолютно все. Даже мои соседки знают основной состав Франции и Хорватии не хуже репертуара Суслана Дзуцева и Аллы Хадиковой. Мне иногда кажется, что любовь к футболу у нас уже в генах. Наверное, поэтому Алания всегда имела целую армию болельщиков, именно преданных болельщиков. Кстати, им в этом сезоне пришлось несладко. Смена главного тренера, серия побед, сменившиеся поражениями. Мне кажется, в какой-то момент фанаты начали налегать на антидепрессанты, но продолжали верить в свою команду, и не зря. Красно-желтые не собираются сдаваться. Аланию, как всегда, подаем на десерт. В сезон 22-23 барсы вошли в укрепленном составе. Он на ваших экранах. Но главным событием сезона стало расторжение контракта с главным тренером Спартаком Гогниевым, который возглавлял клуб с самого его возрождения. Для многих фанатов это стало ударом, и теперь они делят Аланию на Гогниевскую и Тидеевскую. Какая из них лучше, покажет время. Кстати, команду возглавил Заур Тидеев, который ранее работал в футбольном клубе «Ростов». Теперь о матчах. Интересно, что с 2019 года команда всегда начинала сезон с серии поражений. Однако этот год стал исключением. Стартовали с ничейной игры с «Динамо» Махачкала, затем обыграли «Родину». И так по нарастающей. Большую часть сезона мы располагались на лидирующем первом месте, но ближе ко второму кругу спустились на второе. Если про игру, то, безусловно, Заур Эдуардович немного сменил тактику. Команда не такая агрессивная, но такая же атакующая. Осталась манера красиво разыгрывать стандарты. Кто бы что ни говорил, а важнее всего результат. А он на сегодняшний день такой. Мы на второй строчке турнирной таблицы с 38 игровыми очками. Впереди у команды межсезонные сборы в Турции и, вполне возможно, усиление состава. Красно-желтые должны провести еще 14 матчей, так что мы вполне можем подняться на первую строчку таблицы и напрямую выйти в премьер-лигу. А что со стадионом, поинтересуются многие, а стадион нам пообещали достроить. Под занавес мне бы хотелось сказать, что скоро российских спортсменов вновь допустят к международным соревнованиям, и сотни атлетов реализуют свои мечты. Но пока это только слухи. Слухи о том, что вполне возможно наши атлеты поедут и на Олимпиаду, и на другие крупные турниры. Мне остается скрестить пальцы, молиться всем спортивным богам, если они есть, и надеяться, что следующий год принесет хорошие новости. Пожалуй, я подниму бокал за это. И, кстати, спортивные журналисты, так же, как и спортсмены, не пьют алкоголь, поэтому выпью сок. С наступающим, друзья! Всего самого наилучшего!